Чувашский поэт и философ Петр Петрович Хузангай говорил: «Чельгемер булзан и бир уян, чельгемер булзан и бир патвар, чельгемер булзан и бир монаш, чельгемер булзан и бир хастар». Язык – наше богатство, язык – наше величие, язык – наша сила, язык – наше могущество. Слово предоставляется директору Краеведческого музея, руководителю регионального отделения Общероссийской общественной организации Ассамблеи народов России Артему Владимировичу Павлихину. Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Я очень рад приветствовать вас в Пензенском краеведческом музее. Недавно открылось вот это замечательное новое здание Пензенского краеведческого музея, которое только начинает наполняться выставками, экспонатами. И очень приятно, что первое мероприятие, которое происходит на территории этого музея, это праздник чувашского языка. День. Прям вот лучше даже мероприятие придумать было нельзя, потому что в музее в октябре начинается череда мероприятий национальных культур Пензенской области. Это такой фестиваль, который будет длиться 2,5 месяца. И вот в рамках этого фестиваля в Пензенском краеведческом музее будут собираться национальной культурной автономии Пензенской области и показывать выставки, проводить концерты, мероприятия по национальным культурам народов Пензенской области. Вот. Очень приятно приветствовать сегодня чувашскую национально-культурную автономию и всех, так сказать, собравшихся. Ну что, сейчас у нас небольшая торжественная минута награждения участников сегодняшнего мероприятия. Так, мы со стороны Пензенского краеведческого музея очень рады поблагодарить вокальный ансамбль «Ахаяс», село Бикмурзино. Очень благодарим вокальный ансамбль «Кузнечаночка», город Кузнецк, Пензенский. А теперь всем внимание. Праздник начинается. Чуваши – древний народ, впитавший в себя культуру тысячелетий. И сегодня мы с вами отправимся в уникальное путешествие в мир чувашского языка. Вы увидите его уникальность и красоту, познакомитесь с мировоззрением народа через язык. Научитесь понимать и говорить по-чувашски, чувашла. Чувашский язык является единственным живым из исчезнувших языков булгарской группы тюркской языковой семьи. На чувашском языке пишут и поют, говорят и читают. На сегодняшний день в Пензенской области более 6 тысяч чувашек компактно проживают в Неверкинском районе, куда из Симбирска в XVIII веке пришел служивый Невер Кибекеев. От этого имени и произошло название села Неверкино. У древних чуваш существовала своя система письма и счета, которая в том или ином виде сохранилась до наших дней. Даже сейчас плотники используют цифровые символы и пишут их справа налево. А вот так выглядит древний чувашский алфавит. Только благодаря сохранившемуся чувашскому языку стало возможным расшифровать послания волжских булгар. Древняя письменность также не исчезла и дошла до наших дней в виде рунической вышивки. И о вышивке нам расскажет директор швейной фабрики города Кузнецк и один из 100 лучших предпринимателей России Ильдейкина Вера Егоровна. Что хотелось бы отметить? Чувашская вышивка имеет очень древнюю историю. Она уже
более 10 веков тому назад складывалось как искусство, как самовыражение нашего народа. И вот это вот все с сегодняшних дней сохранилось, приумножилось, и в нашем быту это очень активно присутствует. Вы сейчас видите, что все в национальных одеждах. Мы вот эту одежду из года в год от своих родителей, от своих бабушек и наших мастериц вобрали в нашу культуру, и дальше продолжаем и на сегодняшний день тоже заниматься этим. Наше предприятие имеет вышивальный цех, и вот очень много костюмов, которые вы видите здесь, сделаны нашими руками, и язык вышивки, он очень многообразен, и все эти символы, они имеют смысловое значение. Вот очень много обережных символов, которые у нас есть, они на нашей одежде из рода в род передаются, и вот я хотела бы попросить, можно попросить вот, тебя. Самый главный наш символ — это вот это солнце. Вы его видите, это солнце, которое является оберегом в семье, которое из года в год как бы живет с нами, и считается, что вот имея вот такой символ на одежде, женщина оберегает себя и свой род, свою дальнейшую жизнь. Прошу сесть. Спасибо. Вот это вот интересные такие работы, которые мы сделали, изучив нашу историю. Вот это вот полотенце называется в честь легенды о трех солнцах. Когда-то давно-давно было 3 солнца, которые очень близко располагались к земле, и эти солнца очень сильно обогревали землю, и было очень жарко. И некоторым не нравилось это, обратились они к охотникам за тем, чтобы там убрали это солнце. Охотник их послушал, но были старцы, были против. Но просьбы были неумолимы, и эти убрали это солнце, следом второе, и третье солнце ушло очень далеко, и охотники не могли это солнце достать. И в дальнейшем эта вот легенда, она живет с нами, и была рекомендация, потом стало холодно. Вот это самый интересный момент, стало холодно, наверное, это тоже вот как-то там историю передают, когда ледник был. Ну, и в дальнейшем это 3 солнца, оно, значит, осталось в рекомендациях наносить на одежде вот эти 3 солнца. Значит, считается, что это оберег, и вот это мы всегда помним и про это знаем. Дальше очень интересная вот работа, это вот это вот называется платок жениха. Платок жениха невеста вышивала, начиная с самого того возраста, когда начинала она учиться стишки делать. И почему вот это делалось? Потому что это был дар жениху. Вот тут вот очень много хороших, интересных ребят, которые, я думаю, что заинтересуются вот этим моментом. И в момент тогда, когда женились, вот этот вот платок помещался на плечи жениха и складывался вот таким образом. Вот видите, здесь 2 конца, они символизируют 2 вот этих вот соединяющихся сердца, которые объединяются в одно общее. И вот эта семья вот с этим должна была дальше, вот с этой идеей единства и продолжения рода идти вот с таким хорошим благословением, получая вот такой подарок, и должна была идти по жизни. Вот это вот это кушак, он пояс. Ну, без пояса мужчина из дома не имел обыкновения выходить. Вот в этом поясе тоже вышиты мужские узоры. Узоры есть женского, вот, как сказать, направления есть мужские обережные узоры. Мужские обережные узоры на этом поясе вот как раз сделаны, и они тоже, значит, что придают мужчине мужественность, силу, продолжение рода и величие. Вот эти вот моменты все в нашем
нашей одежде, они всегда долго говорить не буду. Единственное, что мы очень любим одевать свою национальную вышивку, вернее, одежду, в которой присутствует вот это все. И я хочу, чтобы об этом не забывали, и поэтому наше предприятие занимается этим в течение уже 7 лет. И мы много очень достигли. В одежде нашей присутствует и вот элементы, вы сейчас видите на мне, это очень много монет, манисты. Вот сейчас на стенде, где старинная одежда, есть монеты 1720 года, есть монеты давнишние, те, которые, как наш народ, он большей частью был, как сказать, переезжали. И в момент, когда уходили, вот это все женщина на себя вешала, и легче было уходить. Кочевали из места в место. Вот. Поэтому все это было на себе. И когда нужно было купить хлеб, отрезали вот монеточку и покупали хлеб. И, я не знаю, может быть, какие другие нужные продукты. Ну вот, о чем хотелось мне рассказать. И мы гордимся очень, что у нас одежда имеет свою идентичность, что у нас есть такая красота и головные уборы. И в настоящий момент мы развиваем, конечно, своих сородичей всех, иметь свою конкретно, свою индивидуальную национальную одежду. И это уже у многих есть. Вы видите, вот сейчас все в национальных одеждах, те, которые приехали на этот праздник. Мы, конечно, так каждый день не ходим, мы одеваем это только на праздник. Вот. И вот я вас всех поздравляю с сегодняшним днем. Не надо свой язык забывать. Вот тут вот ребята тоже, наверное, сидят. Не совсем все, скажем так, все, наверное, какую-то национальность имеют, не забывать свои корни. И вот это все мы призываем всех. Спасибо. В чувашском фольклоре есть песня, посвященная чувашскому языку. Поет коллектив «Соловушки» старинную песню «Илемле». Красиво. Для вас прозвучит старинная чувашская колыбельная песня. Печерки дождя, и
И мы приглашаем кандидата исторических наук Анохину Ирину Анатольевну рассказать про создание чувашского алфавита. Великий просветитель, православный миссионер, педагог, организатор и руководитель народных школ, создатель нового современного чувашского языка, алфавита Иван Яковлевич Яковлев оставил огромное духовное наследие. Вся его жизнь и деятельность была посвящена благородному делу просвещения родного народа, способствовала формированию национальной интеллигенции, развитию культуры и росту национального самосознания чувашей. Чуваши, писал Яковлев, как народ, давно вошедший в состав России, заслуживают лучшего, чем оно было в знании и уважительном отношении к себе. Они, как и другие народы и народцы России, имеют право на образование. Просвещение чувашей должно идти в русле сближения с русским народом. Оно должно осуществляться на основе приобщения к руслу христианской культуры. Это будет способствовать сохранению чувашей как народности. Яковлев добивался распространения грамотности среди народа, основал много новых школ. При нем впервые в чувашских школах было начато женское образование. Создание чувашской азбуки было главным делом в жизни Ивана Яковлевича. Он задумывался о ней еще в подростковом возрасте. В основу чувашского алфавита легла кириллица. Изучение фонетики чувашского языка привело к созданию чувашской азбуки, насчитывающей 47 букв. Была составлена азбука букварь с учительными международными пословицами и поговорками. Однако выяснилось, что 47 букв очень сложно для запоминания. Яковлев переработал азбуку, оставив всего 25 букв. Яковлевым, кроме создания чувашской азбуки букварей, были изданы сотни книг учебных, религиозных, художественных, исторических, музыкальных и другой литературы на чувашском языке. Приобщение чувашского народа к просвещению, культуре и образованию в школе Яковлева препятствовало этническому исчезновению чувашей. Важнейшим фактором, влияющим на национальные отношения, выступал именно язык. Именно он является основной формой проявления национального и личностного самосознания народа. Спасибо. Вот посмотрите, пожалуйста, на алфавит. Он очень похож на русский, правда? А какие другие буквы вы в этом алфавите можете увидеть? Сможете их прочитать? Можем. Так, вторая буква. Еще одна буква там есть? Правильно, молодцы. А давайте с вами поиграем. Вот мы говорим, мы хотим сохранить свой язык. А смогут ли у нас наши гости вспомнить слова на эту букву? Например, возьмем букву О. Давайте попробуем. Осло. Осло. Умный. Осло. Ну смотрите, не осло, а осло. Оно говорится от груди, от души. Осло, умный. Аман. Оман. Подожди, его тебя. Так. Эне. Это другая буква. Щеко. Все. Давайте на другую тогда. На вторую. Ага, Эмир. корова. Элен. Бурнар поется в песне. Давайте век прожить в дружбе и согласии вместе. А вторую букву сможете, третью букву сможете прочитать? Не подсказывайте. Щугмар. Так, молодой человек. Так, Щерда, какое вкусное слово вспомнил. Щерда — национальное мясное блюдо, которое готовили долго, потом Шабарин. Шабарда, матур, молодцы. Шабар. Это Матур, молодцы. Желе. Ага. Так, перейдемте на следующую букву. на следующую. Юнерче, художник. Юпре, комар. Южин,
понимаете, не входит это, ну как бы во все кириллицы тоже есть. Но только мы посмотрели, на чувашском языке, в чувашской речи есть на эти удивительные буквы очень много слов. Это последняя буква «ы» и идет нацизм. «Эй», краткой «эй». Давайте попробуем. Давайте все на русском. Вспомним слова на букву «е», Да. слова, которые начинаются на букву «е». По-русски. По-русски. По-русски, давайте. Йод. Йог. Два слова. Еще. Йога. Йога. Йо-йо. Смотрите, йога, йо-йо пришли из иностранных языков, это не русские слова. Так, еще. А теперь на «вы» давайте, на «вы» скажите. Нет, да, теперь давайте вспомним на «е» на чувашском языке. Сколько слов получается? Давайте по-чувашски говорим. Еве мокрая. Еда собака. Еге прялка разбита. Веретено. Еге еще раз. Иголка. Его. Тяжелый. Ебей штаны. Ебей. Ага. Вот видите, вас. Смотрите, мне кажется, бесконечно. Женерша. На лошадь одевает, да, такая. Вы видите, бесконечно много слов можно еще вспомнить на букву «ы». А теперь на следующую букву переходим. На букву «ы». В русском языке есть слова? В русском давайте «ы» на букву «ы» скажите. Нет. А вот представляете, такой, ну попозже, конечно, про него скажем. Словарь у меня в руках. Ашмалина. Тут несколько страниц на букву «ы» словарь. Зачитываю. Ыйха, сон. Ый, спрашивает. Ыйду, вопрос. Ыя, ывал, это сын. Давайте теперь вы скажите. Ыра, завтра. Ыра, добрая. Ираш. Это рожь. Дальше еще. Иванна, усталость. То есть бесконечно. Илмаштар. Вот видите, даже мы здороваемся. Ирапун, Ирагаш, Иванна. Понимаете? Доброе. Вот это все. Бесконечно много слов тут можно на чувашском языке. Итла, итлаши, да, все достаточно. Так, поняли? Вот и особенность чувашского языка. Учеником Яковлева был классик чувашской литературы Константин Иванов, автор бессмертного произведения «Нарспи», которое было переведено на 70 языков, благодаря чему о чувашском народе и языке узнал весь мир. Константин Иванов, Нарспи. Ежел куры кушинче, сам сарай чечей кузеть, асла жильби ятнче, Нарспи ятва херезеть. Виче куже пить курем, хитре сары чечекрей, иге куже хупура, иге куже шаршети. Яванайши и жалда, шире вечер котлезе, утса пымачух, шангарда синезе. Куже земле пахнучух, катчин чере щекленей, щухе туде пулнучух, катчин чуне шемжелей. Хитре сара чечеке, оже пуш по камбахме, унвек улаев хитре вере, минле каче юратме. Земля Писанская также подарила нам чуваш необыкновенных людей, которые, являясь профессионалами своего дела, всегда помнили и помогали своей родной малой родине и родной культуре. Михаил Михайлович Байтюшев был необыкновенно интересным рассказчиком, собирателем старинных
книги разных авторов, изучал английский и таджикский языки. В свое время Байдушев вел колонку в районной газете, активно занимался культурной частью воспитания школьников, организовывал концерты и спектакли по своим сценариям. Вячеслав Михайлович Айдуганов, уроженец села Сосновый Овраг Меркинского района Пензенской области. С ним связана целая эпоха в развитии нефтяной отрасли. Под его руководством разработана бессварочная технология соединения труб. Всего Айдуганов получил 135 патентов Российской Федерации. Все разработанное оборудование выполнено на мировом уровне. Также он оказывал шефскую помощь школам, дошкольным учреждениям своего родного села Сосновый Овраг и села Старая Андреевка Пензенской области. Геннадий Владимирович Тюрмин родился в селе Неберкино Пензенской области. В возрасте 14 лет впервые опубликовал свое первое стихотворение в районном издании. Член Союза писателей СССР, лауреат 2 литературных премий имени Михаила Юрьевича Лермонтова за исторический роман «Эпопею. Дикое поле» и создание 2 сборников стихов и 2 повестей. Евденькина Вера Егоровна. Благодаря ей по-новому заиграли старинные вышивки пензенских чуваш. Также большим усилием Веры Егоровны и других мастериц была вышита Пензенская область на вышитой карте России. Также сегодня у нас в зале присутствует заслуженный германист России Николай Александрович Архипов. Николай Александрович очень любит говорить, что он лыжник по профессии, родом он с села Старая Андреевка Меркинского района Пензенской области. Также он является заслуженным работником культуры Российской Федерации. Со звездой Александром Глызиным он душевно распевал песню «Вдоль по реченьке» на крутом бережке Бузы в Шимышейке. Участвовал в передаче «Играй гармонь» Первого канала, «Поле чудес», «Привет, Андрей». Такой вот у нас человек. А дальше прозвучит очень старинная песня от Елены Егоровны. Почему мы эту песню взяли? Потому что это касается только истории пензенских чувашек. Потому что в далекие-далекие времена песня называется «Истамбул», и вот чуваши целыми колониями уходили в Стамбул. Истамбул. И вот эта песня, благодаря таким людям, вот из поколения в поколение передается, и вот Елена Егоровна сохранила эту песню. Во-первых, здравствуйте. Я немножечко небольшую информацию все-таки дам. Дело в том, что в то время, когда чувашам казалось, что очень плохо живется им, решили они уехать в Турцию. Семьями поднимались и уезжали в Турцию. Это в основном был народ Неверкинского района. И в Неверкинском районе складывались песни, прощальные песни, те песни, которыми они хотели показать, что действительно тяжело было расставаться. Это было трагическое мгновение, это было трагическое состояние людей, тех людей, которые оставались, тех людей, которые уезжали. Было очень тяжело. Очень много таких песен. Вот, например, я только куплет сейчас вам спою. Были люди, которые уговаривали: идемте, там будет лучше, там мы веру другую возьмем, там будем мы совсем другой верой, не православной верой. Вот, например, песни. Come
поехали, там будет хорошо. Песни были те, которые говорили... Ой. Эстагаям деван, эзэштагаян, и кушен бене кушель, айда юхтарыза. И саган бидешиде, ну моиде ёлать, перепуран биде, айда менешиде. Это трагическое время показывалось особенно молодежи, когда молодые влюбленные люди расставались. И знаете, они, прощаясь, плакали, не пускали, уговаривали. Были люди, девушки, неверкинские девушки, конкретно Соснового оврага, Черталей. Вот она была девушка, которая местная Нарспи. Очень уговаривала своего жениха не уходить, не уезжать. И она, в конце концов, погибла, утопилась. Но я вам сейчас спою песню тех чувашей, которые жили в Турции. И как им было тяжело. Те же самые. Это не только песни, это былина, это сказание. Этой песне, возможно, 350, а возможно и больше лет. Истамбул рами клиниче орам усмазерен щуралай щурале мамар ванезах кайчер пирени жюрес щулыземар а теме былы бек а неме чубек тадага клемаме завнадус кулери вилер теванемесен манеме завни ундажу. Край мой родной зовет домой, зовет, зовет, любимый мой. Скажи, родня, скажи, народ, за что я плачу день и ночь. Пирени жюрес, щулеземе дорог, йохма йохать, чул йохать, мишелареза, магерезанда, манеме завнием чупунда. Ашмарин Николай Иванович. Видно сразу, 17-томный словарь. Человек работал, чтобы сохранить чувашскую речь, работал 30 лет. Вот некоторые экземпляры его словарей сохранились на нашей Пензенской области есть, да? И вот 30 лет работы, 40 тысяч слов в словаре Ашмарина. И как же надо было любить свой народ, свою речь, чувашскую речь, чтобы сохранить для потомков. Шенге, Кильиш. Так в словаре Ашмарина обозначена семья. И
Именно она главная ценность для каждого чуваша. Поэтому семейные ценности почитаются свято. В чувашском языке для каждого члена семьи есть слово, указывающее на степень родства. И также можно узнать, с чьей стороны родственник, со стороны матери или отца. Вот сейчас мы вам хотим показать. Вот в русском языке есть два замечательных слова – бабушка и дедушка. А на чувашском языке вот эти понятия, они очень разные. Мы хотим показать на семье Овечкиных. Выходите, пожалуйста, Борис Васильевич, Елена. Так, выходи. Так, нам нужна девушка Ирина, выходи. Мы сейчас покажем. Вот семья Овечкиных, папа с мамой. Можно выключить, чтобы не мешал мне, да? Глаза не светило. Овечкины, они являются семья, муж с женой, в то время бабушка, дедушка. Но в чувашской речи особенности, выходи, Алина, пожалуйста, для детей сына, вот для детей сына, это сын у нас будет, да? Дочка вот, звучит совершенно по-другому. Так, кто знает, со стороны сына как звучит? Азане, азане, азане. Аз-ане. Ане – это мама. Аз-ане – это асла, старшая мама. Видите, какие связи? Старшая мама. А со стороны сына, как, дочери как звучит? Кугу. Кугамай. Кугамай. Кугась. Вот именно для детей дочери Кугамай, Кугажи. Вот Алина – это дочь сына. Для Алины Елена и Борис являются Кугамай, Кугажи. А если дочери, для дочери Кугамай, Кугажи, давай все вместе скажем, а то сейчас сама запутаешь тоже. Для дочери, детей дочери, как звучит? Кугамай, Кугажи. Давай все вместе скажем. Кугамай, Кугажи. Оказывается еще, Кугамай – это слово не просто смысловое значение в переводе, очень глубокий смысл имеет. Кугамай – кук, корень, хранитель рода. Понимаете? Получается, родовое, передача родового понятия идет через по женской линии. Кугамай – хранитель рода. Хранитель рода Кугамай. Вот посмотрели. Дальше. Вот муж, жена, говорим, да? Муж. Вот хотелось. Муж – это аршин. Аршин. Жена. Хер аром. Девочка. Девочка Аджа. А просто тот самый младший поколение Аджа. Говорим и мальчик Аджа, да? Дети. А девочка Хер Аджа. Хер Аджа. Хер – это дочка. Хер. А вот Хер аром. Вот замужняя женщина. Видите? Три вроде бы разных поколения. А понятие-то одно, оно друг от друга все идет в связке. Дальше. Мужчина. Арчин. Если бы у нас мальчик был, да, мальчик, к сожалению, да? Аджа, ребенок. Но мальчик арчин аджа, арчин аджа. Связки. А сам мужчина арчин. Вот какие переплетения, интересные понятия в чувашской речи, именно родственные отношения. Вот такие вкратце мы вам показали. Ну, тут да, вот это продолжение, да. Почему Илья Николаевич Ульянов присутствует в нами, да, роли? Потому что Ульянов, во-первых, приехал в трудовой деятельности, начал в Пензенской области, да, очень много сделал для Пензы. Но они были большими друзьями с Яковлевым, и они очень много сделали для иноверцев, малочисленных народов
Поволжье очень много сделали, потому что Илья Николаевич Ульянов открывал школы для нерусской национальности. Ему говорили, зачем ты стараешься? Иноверцы не поддаются обучению, говорили. Но он все равно открывал школы. Даже в моем родном селе до сих пор стоит двухэтажное здание деревянное, где присутствовал Илья Николаевич Ульянов. То есть он очень много сделал для чувашского народа, для сохранения культуры, для сохранения чувашского языка, открывал школы для просвещения чувашского народа. Поэтому Бичурин, монах, историк, очень много сделал для сохранения нашего языка. Китаевед, долгое время жил в Китае, но он очень много сделал тоже для сохранения чувашского языка, чувашской речи. Петр Егорович Егоров. Почему он? Потому что ограду летнего сада все знают, история очень интересная. Но если посмотреть, он архитектор. Если посмотреть это ворота вот от летнего сада, вот сразу можно увидеть, что кто он был по духу. Он создал элементы узора, элементы чувашскими рунические символы находятся. Вы можете это посмотреть. И раз мы затронули архитектора, как бы он присутствует, там, много его работ присутствует в Питере до сих пор. Так, набережная тоже по его архитектурному проекту построены. Но мы сегодня, почему Егорова еще в этом сайт используем? Почему? Мы хотим показать особенности чувашской речи и чувашского быта. Потому что чувашский язык, мы хотим показать, интересный, какая красота и красивый, интересный чувашский язык. Чувашский быт. Разрешите? Да, разрешаю. Вот у меня чуваши настолько любили пространство, в котором они существуют, и старались быт свой организовать согласно этому. Вот у меня прадедушка Азатия, чей это отец Азатия, чей отец? Отца, папин отец был плотником, он строил дома. Вот дом моих родителей имеет два входа. Главный вход строил, дверь главного входа сочинял мой Азатия, дедушка. А вторую дверь делал папа, отец. Если сравнить эти двери, это вот, наверное, похоже вот на ту дальнюю дверь, которая пониже, а задняя дверь была повыше. Когда дедушка ушел из жизни, папа говорит, что-то у нас дверь невысокая, вот низко, давай перестроим. А мне было тогда лет 20. Я говорю, папа, ну подожди, вот встречу я мужа, он будет к вам заходить вот так. Иначе, чтобы он... И действительно, потом я встретила высокого пентица. И ему, чтобы через главную дверь входить, приходится наклоняться. А когда мы приезжаем к родителям, всегда заходим через переднюю дверь. И также вот эти названия на чувашском языке, названия частей дома имеют символическое значение. Скажите, пожалуйста, как называется у нас передняя часть дома? Давайте начнем с русского сначала. Русской. Смотрите, дом у нас вот не одушевленный, наш чувашский дом, он как одушевленный. Вот смотрите, вот как называется? Вот, это лоб, да? Лоб по-русски. По-чувашски, все скажите, давайте. Шамга. У нашего деревенского чувашского дома тоже есть шамга. Это лоб, это часть, верхняя часть дома, вот фронтон называют, да? Это тоже шамга. Еще что у нас есть? Бют шамги называется, комага шамги. У нас у печки тоже есть свой лоб. Шамга, комага шамги. Стоп. Дальше. Как у нас одушевленный в доме, у нас одушевленно все. Вот это у нас рука, да? Рука. По-чувашски?
Говорите все вместе. Алло. То, что мы рукой открываем, алло. Дверь. Дальше. Нога. Ура. А то, что мы ногой ходим, называется урай. Даже урай называется. Даже вот предмет, мы тут сами открытие для себя сделали, зеркало есть в доме, да? Зеркало. А по-чувашски звучит куш-кески. Куш – это глаза. То, что мы смотрим на коротком расстоянии глазами, это куш-кески, это зеркало. То есть наш дом – это продолжение нас, как одушевленный дом. Вот такой интересный момент есть в чувашской речи. Почему Андриан Григорьевич Николаев? Да потому что он чуваш, он третий космонавт, который полетел в космос. Когда он совершал витки вокруг Земли, это с его слов, через Самарскую Брянскую область, и он видел территорию Чувашии и говорил: «Салам, товарищ жив! Здравствуй, страна родная!» Благодаря Андриану Григорьевичу Николаеву чувашская речь прозвучала и в космосе. И он очень любил такую старинную философскую песню «Веш-веш куку». «Лети, лети, кукушка, до опушки леса, на опушке леса садись на дуб», философское дерево, «и наберись сил». А теперь послушайте его любимую песню философскую. Чувашский народ, наши прародители настолько были интересными, настолько они жили в полной гармонии с природой, это удивительно. Глядя на звездное небо, они не просто находили звезды, они при этом еще обращались, определенные слова произносили. Вот это ложь. Алтор Шелдер на чувашском. Ирина, выходите, выходите. Да. Алтор Шелдер, Шичи Шелдер, Вигелемана, Шухушланы, Курнышланы. 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 Вигелемана, Шухушланы, Курнышланы. Алтор Шелдер, Шичи Шелдер, Вигелемана, Шухушланы, Курнышланы. Алтор Шелдер, Шичи Шелдер, Вигелемана, Шухушланы, Курнышланы. Большой ковш, 7 звезд, благослови меня, задуманное пусть исполняется. Так
глядя на большой ковш, 7 раз надо было говорить, 7 раз произносили эти слова. Спасибо. Большой ковш в виде большого ковша, к сожалению, не сохранилось. У нас здесь ковш такой, только деревянный, резной. Кофе использовали в особенных случаях. Свадьба, новоселье, дорогих гостей встречали с пивом, хлебом, солью. Именно ковш, именно в форме такого ковша имели наши прародители. Дальше. Женщины, замужние женщины носили вот такой длинный головной убор. Ну, платок, длинный платок. Называется, как называется? Сурбан. Мы делаем для себя все открытия, вот, нынешнее поколение. Сурбан для нас, казалось бы, белый длинный платок. Завязывается под кушку. Где Настя? Да. Вот, под кушку завязывается обязательно белый длинный платок. Оказывается, это не просто белый длинный платок, означает Млечный Путь. Наши прародители знали, что птицы, перелетая с места на место, ориентируются по Млечному Пути. Вот белый длинный платок, рождался ребенок, благословляли, вот именно сурбану пеленали, в первую очередь ребенка принимали. И при этом благословляли такими словами: «Куйшулу варам булдар сурбан бей, куян булар варман бей, асла булар уйгир бей». Пусть будет длинная жизнь, как сурбан, богатыми, как лес, и широкими, как поле. Вот такие невероятно сильные благословения получал новорожденный ребенок. У нас Ваттезен Самайги, мы говорим, Ваттезен, пословицы, поговорки. Это сказание старцев, прямой перевод с чувашского. Есть такой головной убор, называется тухья. Это носили девушки с 12 до замужества. А как говорили наши прародители, если девушка поумнее, девушка должна поумнеть до 16. Если до 16 не поумнеет, значит до 20. А если 20 не наберется ума, значит уже все. Это наш да. А вот головной убор, вот казалось бы, для чего это? То есть девушка с 12 носила до замужества, и это вот головной убор не просто украшение, серебряное украшение, а еще и для того, чтобы девушка быстрее поумнела, видите, информацию получать. А еще здесь, вот природа, я сказали, да, есть такое природное явление. Гром гремит. Мы просто говорим, гром гремит и все. А представляете, перевод на чувашском языке как звучит? Ослади, аводать. Что такое слово ослади? Ас состоит из двух слов, смыслового понятия, да? Асла, оте. Старший, верховный отец. То есть ослади, аводать, почти дословный перевод на русский язык, это проявление голоса Верховного Отца. Только благодаря знанию чувашского языка нам понятны такие слова. Природное явление. Ослади, аводать. Гром гремит. Дальше, раз уже философию, там, такая часть, наш народ имеет Ваттезен Самайги 660 пословиц поговорок Ваттезен Самайги. И вот к сегодняшнему как раз событию, что говорили наши прародители?
Жыла вергене сыхлаза бурунаган жин, хоен чуваш чилгибе галашаган жин, асла аттезен бегиле пин жула. Кам чувашта галашма білмест, хоен жила вергене упрамаст, возвенжине бегиле, виже жула. Кто, соблюдая свои традиции и обряды, говорит на своем родном языке, сохраняя свой родной язык, на них благословение на 1000 лет. А кто не говорит на своем родном языке, не соблюдая свои традиции и обряды, благословение всего на 3 года. Вот так говорили наши прародители. Мы хотим, чтобы вы послушали старинную чувашскую песню в исполнении вокального ансамбля «Ахаяс». Я пару слов скажу о переводе этой песни. Мы песню сейчас споем о том, как сильно любили своих родных и близких, как их встречали, как провожали, как ценили. Про родню. Юрада да теванам семепсире, You
посмотрела, вот это означает, логический символ чувашский, взаимопомощь, семья, доверие. Вот мы специально повесили, чтобы, если интересно, посмотреть, что означает каждый символ. Вот у них платья вот такие. Взаимопомощь, это на самом деле очень дружный, как единая семья, коллектив. А теперь второй. А сейчас чувашскую песню «Эх, Таланзем, Таланзем». Вы к нам пришли в гости, вы нас с уважением. Мы к вам, когда все стали, кто знает, кто есть. Вот это такая красивая песня.
шагнут внуки, правнуки, дальше нас, соблюдая традиции обряда, сохраняя свой родной язык. Выражаем огромную благодарность за активное участие. До новых встреч! В свою очередь, я хочу, я настолько довольна и счастлива, можно сказать, что у нас сегодня молодежь принимает участие, что у нас есть молодежный комитет Чувашской автономии. Хочу поблагодарить молодежь за участие, за активное участие в этом мероприятии. Давайте все похлопаем. По традиции, чувашский человек никогда не приходил в гости с пустыми руками. Нас сегодня такой прекрасный зал пригласили, содействовали для проведения этого праздника, оказывали внимание, содействие. И хотим поблагодарить, соблюдая традиции чувашского народа, пустыми руками мы не приходим. Артем Владимирович, пожалуйста, примите от нас